Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». 31 мая во Дворце спорта «Магас» пройдет очередной турнир Лиги НФЛ, на котором пройдут 22 зрелищных поединка по правилам ММА и 2 борцовские суперсхватки с участием бойцов и борцов из России, Бразилии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Турции. В главном бою непобежденный Ислам Героев встретится с опытным бразильцем Рафаэлем Диасом. В соглавном бою Исмаил Сагов попробует взять реванш у Мусы Абдурахманова. Билеты можно приобрести на официальном сайте лиги и в кассе Дворца спорта «Магас». Армрестлеры Ингушетии победили и завоевали призовые места, приняв участие на нескольких чемпионатах и первенствах России в разное время. В чемпионате России по армрестлингу, который проходил с 14 по 19 апреля, принимали участие Адам Баркинхоев. Он завоевал серебряную медаль, и Ибрагим Тимурзиев, который завоевал 2 золотые медали. А на первенстве России по армрестлингу Магомед Амин Булгучев в схватке с именитыми армрестлерами России завоевал серебро. На чемпионате России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата победным выступлением отметился еще один наш спортсмен Муса Тибоев. Все победители и призеры отобраны на чемпионат мира по армрестлингу, который состоится в сентябре этого года. А Ибрагим Сагов завоевал вакантный титул чемпиона мира по армрестлингу в весовой категории до 115 килограммов. В подмосковном Чехове завершилось первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 75 регионов России. Ингушский боксер Хамзат Мальсагов успешно выступил и по итогам проведенных боев стал бронзовым призером в весовой категории до 57 килограммов и вошел в состав юниорской сборной России по боксу. В Ингушетии прошел республиканский этап соревнований «Кожаный мяч. Школьная футбольная лига». Они были посвящены 80-летию Великой Победы. Все участники занимаются этим видом спорта на уроках физкультуры. В их учебных заведениях реализуется программа «Футбол в школе». Футбольные баталии развернулись среди 6 команд. В лидеры выбились 2-я Экажевская, 15-я Назрановская, 3-я Карабулакская школы и Центр образования Магаса. Команда победителя в 2 возрастных категориях отправится на соревнования всероссийского уровня. Ингушские спортсмены отличились на чемпионате России по панкратиону, который проходил в Сочи с 11 по 14 мая. По итогам турнира серебро в весе 100 килограммов взял Аптит Зейтов. Еще 4 наших земляков завоевали бронзу. Спортсменов поздравили и тепло приняли представители ингушской общины города Сочи в Войнах. Ну а первое место завоевал Магомед Амин Элжаркиев в весовой категории 66 килограммов. Он сегодня в нашей студии. Магомед Амин, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Совсем недавно в Сочи прошли соревнования, чемпионат России по панкратиону. Ты стал победителем этого чемпионата. Поздравляю тебя с очередным достижением. На другой результат мы и не рассчитывали, конечно, когда ты готовился к этим соревнованиям. Расскажи, как все прошло? Ну, вот чемпионат России в Сочи было 11 по 13. Я там провел 3 боев. Первый бой у меня был с русскими, я досрочно был. Второй бой с Татарстаном, такой тяжелый был. Ну, по воле Всевышнего тоже получил досрочно. Вот в финале бой был с пацаном с Питера. Тоже такой хороший был. Ну, то есть, алхамдулилля, по воле Всевышнего выиграл 16-3. Вот эти соревнования чем отличаются от предыдущих твоих? Предыдущие не так сильно был готов. Ну, этом году я очень сильно был готов, тем более я там провел сборы в Сочи 27 апреля до 11. Ну, очень был готов. А почему решили там проводить? Вот чья идея была? Ну, это сборная России, был главный тренер Абдулла Дадаева. Он нас пригласил, и мы там начали готовиться. Весогонка была? Да, весогонка была. Ну, весогонка у меня очень хорошая была. Вот по мне очень сильно помогали главный тренер наш Абдулла Дадаев и Резан Абуев. Много пришлось кинуть вес? 7. 7 килограммов? Да. И как ты себя чувствовал после? Да, очень хорошо себя чувствовал. Вот так, первый раз вот так скидывал, сейчас как в Сочи первый раз так скидывал. Но сейчас уже восстанавливаешься, наверное? Да, восстановился, сейчас хорошо восстановился. Сейчас домой до 7 час вешу. Чем наградили победителей? Ну, нам дали пояс, кубок и денежные призы. А кто еще принимал участие из представителей Ингушетии? Кто победил? Ну, у нас общее 13 участников было. Ну, там второе место взял Аптит Зейтов,
И третье место, там 4 третьих были Хашки, Хамадхану, Ужаху и Аушу. Пацаны тоже с третьей стали, очень хороший результат показали. Насколько я знаю, ты был капитаном команды. Да. Там, на выезде. Да. Как ты вообще оцениваешь вот общекомандный результат? Очень рад. В прошлом году мы 7 стали, но этом году 4 стали. 1 очко не хватило. Очень хороший пацаны показали хороший результат. Думаю, в следующем году мы, наверное, первый будем, иншаллах. На 2-3 позиции выше. Да. И в следующем году первое место. Да, иншаллах. А в каких еще соревнованиях ты принял участие вот в последнее время? Вот, в последнем бою я подрался в нашей лиге, там досрочно выиграл. Как тебе организация вообще как соперник национальной лиги? И вот сейчас 31 мая, насколько я знаю, Да. у нас состоится НФЛ-3. Будешь ли участвовать? Ну, соперник был хороший, из Киргизии. Ну, тоже, алхамдулилlah, очень хорошо готовился в Москве, досрочно выиграл. Но 31-го у меня не получилось из-за Москвы, из-за Сочи, России. Ну, они предлагали мне бой, но я им сказал, сначала Россия, потом посмотрим. Какие планы на этот год? Какие соревнования будут? Вот у нас сейчас чемпионат мира будет в октябре в Сербии. Еще у нас предстоит сборы в сентябре в Москве. Буду готовиться. Мамад Амин, кто поддерживает? Ну, родные, семья. Какие наставления дают перед боем, перед соревнованиями? Моя фанат, моя бабушка очень сильно помогает мне. Всегда поддерживает деньгами. Родные, мой брат всегда помогает мне очень сильно. И дядя тоже помогает очень сильно. Во время твоего выступления все, наверное, у экранов телевизоров сидят, смотрят. Да, смотрят и поддерживают очень сильно. А чьи наставления тебе приятнее больше всего и к кому ты больше всего прислушиваешься? Маме. Но когда я выиграл, сразу звонит мне и говорит, поздравляйте меня. Что вот непосредственно перед выходом к противнику, что тебя мотивирует, о чем ты думаешь? Вот когда я выхожу в финальный бой, сразу меня звонит наш тренер Хамзат Таушев. Он меня всегда настраивает очень хорошо. Ты должен выиграть по-любому России. У нас мечтать стать чемпионом мира. Ты должен достичь своей цели. Согласен ли ты с мнением, что вот вообще и перед, и во время поединка конечно, важна физическая подготовка, Да. но и моральное твое состояние, твое настроение. Если ты не будешь настроен на бой, то, мне кажется, на победу, если ты не будешь настроен, то какой бы ты физически не был развит, ничего не получится. Да, чуть-чуть настроиться надо очень сильно. Вот именно это настроение очень хорошо бывает. Очень сильно нормально настроюсь всегда. Ну, это ингушский боевой дух тоже присутствует. Чуть-чуть давление бывает, что я не хочу, чтобы поиграть, переехать, второй стать. У нас всегда настроен первый бить. Больше всего, наверное, неудобно будет перед родными, перед республикой проиграть. Мне очень помогает и смотрят они. И моя республика тоже смотрит. В плане развития панкратиона, что бы ты хотел сказать? Вот этот вид спорта у нас не так давно развивается, если сравнивать с другими видами спорта. Та же борьба, дзюдо, бокс, это у нас уже давно развивается, а панкратион не так давно начали наши спортсмены этим заниматься. Вот на каком сейчас уровне этот вид спорта? Вот 4 года у нас очень сильно развивается панкратион, очень сильно. Я помню, 4 года назад только я один был на России. Вот сейчас, этом году 14 участников участвовал на России. 14. Да. Вот вчера закончился 100 самый классический турнир. 10 участников нас участвовали, мы еще очень хороший результат показали. 1 второй стал и 2 третий. Такой хороший результат показывают наши пацаны. Думаю, в следующем году еще много будет на России участвовать. Еще на первенстве наши пацаны тоже участвовали. Общая команда, третий заняли общую команду первенства России. Да, дал это Бог, Да, Мамад Амин, на этом все. Баркалдя, Рясхал. Очень надеюсь и уверен, что ты на чемпионате мира одержишь победу. После возвращения домой из Сербии мы ждем тебя в этой студии с поясом. Да, Рясхал, Баркал. А теперь дайджест спортивных новостей России и мира. Футболисты Краснодара на выезде обыграли Оренбург со счетом 2-1 в матче 29-го тура «Мир» российской премьер-лиги, благодаря чему смогли увеличить отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» до 4 очков. Даллас на своем льду обыграл Виннипег в овертайме со счетом 2-1 в 6-м матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
и вышел в полуфинал турнира. Лондонский Кристал Пэлас одержал победу над Манчестер Сити со счетом 1-0 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе Уэмбли в Лондоне. Сборная Канады со счетом 7-0 обыграла команду Словакии в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Стокгольме. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Бостон уступил Нью-Йорку по итогам четвертьфинальной серии нынешнего розыгрыша плей-офф. Петербургский «Зенит» со счетом 93-80 обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата UFC ирландец Конор Макгрегор может вернуться в октагон до конца года. Макгрегору 36 лет, он не выступал в UFC с 2021 года. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.